На каждую рыбалку приношу с собой рыбку, что осталось после разделки головы, кишочки, как раз для живности, для птичек, для лис, песцов. Кто первый найдет, тот и будет кушать. Ну вот как раз вороны мимо пролетали и увидели нашу кучку. Там и остатки жареной корешки и наваги. Там и их головы, и кишки бычков. Ну вот, приятно подкормили живность. Погода хорошая. Красота. А вот клёва нет. Одного только бычка поймал и все. Укрытие от снега целое. Правда, здесь гостили, пока меня не было. Грязь, опять курево, консервы, коробки, кровь, бычки, кругом обоссано. Пока все прибрался, санье снегом засыпал. Часть стенки мне, правда, сбоку сломали. Ну ничего, я поправлю. Считай, за час мы поймали одного бычка только. Фактически остается 3, максимум 4 часа. Если так пойдет дальше, то мы вообще с пустыми руками уйдем. Решил я пройти до острова Люмка. Пешочком по лиману я еще не ходил так далеко. Не стал сидеть, не клюет рыбка. Дай, думаю, попробую возле острова. Вот, попробую со стороны Анадыря, потом со стороны моря. А вдруг? Идти примерно 35-40 минут, около 2 километров. Вездеход. Потихонечку приближаемся к острову Люмка. Сейчас я заметил, человек ходит по острову. Надеюсь, это не медведь на 2 ногах. Вот, а здесь остановился, потому что вижу следы. Ну вот, где-то за 5 километров от города, да, я, в общем-то, следов вот так вот и не наблюдаю, ну, кроме собачьих. Это птичка скакала, и скакала долго, далеко. Очень красиво снег играет, отражает. Блески разноцветные. Очень красиво. Очень. Весь лиман укрыт бриллиантами. Очень красиво.
Подхожу к Алюмке, и чаечки появились. Две. Остров Алюмка, птичий базар. Здесь гнездятся не только чайки, но и кайры, и падки. Топотки. Так, ну что, прогуляемся на Алюмку. Отличная погода, красота. Обожаю торосы. Они так красивы. Провалился почти по пояс. Так, идти непросто. Уже карабкаюсь на четвереньках. Фух. Безусловно, опасно здесь ходить. Можно в трещину попасть. Опа. Фух. Летом я здесь на катере вдоль острова прохожу, а сейчас здесь торосы. Пробуем забраться, хотя проваливаюсь я сильно. То есть нелегко это будет. Фух. 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 Ну как не фотографировать такую красоту? Фух. Невозможно пройти мимо.
Фух. Пойдем дальше. Поползем точнее. Фух. 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 Перед нами 10-й причал. Между Алюмкой и 10-м причалом сильное течение здесь очень. Глубины большой нет, а вот течение очень сильное. И волны здесь бывают очень большими. Так, ладненько. Убираем. Надо немножко темп снизить. А то прям бегом стараюсь забежать. Мы почти наверху. Фух. Ну и скатываться здесь очень круто. Можно травму получить. Поэтому сначала убеждаемся, что нога у нас не соскальзывает вниз, крепко стоит, потом только вперед. Фух, ну вот мы и на Алюмке. Фух, дорогие мои зрители. Фух. Любимый остров наших птичек. Чукотских и анадырских. Ну, сейчас без 13:05, 3 километра мы находимся в 3 километрах от нашего места ловли. Получается, что от Алюмки до берега Анадыря, до Тавайвама 3 километра 400 метров. Ой, 6 километров 400 метров.
предыдущие дни была пурга, снегу добавило, то есть сейчас тяжелее идти. Следы зверя. Скорее всего, это лиса. За леммингами. О, ну вот, норка. Скорее всего, лисичка лемминга поймала. Леммингов здесь, я полагаю, много под снегом. Фух. Здесь был маяк. Если кто-то будет смотреть из администрации округа и города, я вас очень прошу восстановить здесь маяк. Во-первых, он нужен для тех, кто ходит в море. А во-вторых, это будет украшать город, когда ты находишься в городе и видишь море, люмку, и работающий маяк будет радовать и душу, и глаз. Фух. Сейчас попробуем залезть. Так, опа. Да, это не просто будет. Так, что-то я передумал лезть, уставший еще. Фух. Ну что, я очень доволен, что я сейчас нахожусь на люмке. Проделал такой дальний путь пешочком в зимней одежде и с санками. Ну что, давай мы пройдем на край люмки, на самый край. Вот. А вот это южная сторона, где снега уже мало. И видно следы, это следы леммингов, по-моему. Если я не ошибаюсь. Следы леммингов. Маленьких полевых мышек. Вот эта сторона теплая, и
сейчас от нагретой земли, тундры. Очень приятный аромат идет. Ну что, вот мы на самом краю острова Алюмка. Сейчас еще немножко спустимся. Опа. Опа. Опачки. Опа. Фух. Ну вот так вот на острове Алюмка я впервые, конечно, вот так вот хожу именно от края до края. Так-то я бывал здесь давно, правда. Фух, хорошо. Следы чаек уже вот здесь вот сидели на краю. Алло, папуль. Светлана, привет. Привет, привет. А то же у меня тут динамик выключен, был экран включен, ага. Ну можете к окну подойти. Я нахожусь на Алюмке и на самом краю Алюмки со стороны аэропорта. Интересно, сможете меня рассмотреть, нет? Сейчас подойдем. Папа находится на краю Алюмки. Я тебе что сказала? Нет, на краю Алюмки, на самой Алюмке. На краю со стороны аэропорта, да? Да. Ну, по машинам. Ну, я там машу, но, скорее всего, руку-то вы точно не увидите. А вот как я стою... Да. Ну, можно открыть, Богдан, открой. Видно? Сейчас откроем окно. Пойдем. Опа. Да, скатиться отсюда будет неприятно по камням. Опа. Фух. Да, надо минимум 2 часа отсюда минимум идти. Чаячьи следы видны, но очень мало. Фух. Вот они, следы чайки с перепоночками.
Фух. Фух. Вкусно земля пахнет, перегнившая трава, тепленькая на солнышке. А здесь следов птиц гораздо больше, да, на южной стороне. И на этой стороне именно острова. Здесь явно теплее. Птицы ждут, когда последний покров снега сойдет. Опа! Фу. Отличная погодка для путешествия на Алюмку. Вот если бы рыбка клевала, я бы не пошел. А так не клевала и сделал то, что давно хотел. Прогуляться на Алюмку. Фух. Так, сколько у нас в шагах мы прошли по острову? 23, 52, 290 метров примерно. В длину, ну, 300 метров, да, 300, 350, если от края до края брать. Опа. Так, ну не знаю, стоит, не стоит сейчас еще вдоль пройти. Да, вспомнил, 10 дней назад здесь видели волчицу беременную возле Алюмки.
Ух, какая толщия снега. Ух, сколько намело. Ух. Проваливаюсь. Тяжело идти. Фух, жарко. Здесь ветер не поддувает. Фух. А я в теплой одежде. Солнце припекает. Фух. Ну вот хорошо видно птичьи гнезда, где они сидят. По помету очень хорошо видно. Фух. Скоро здесь появится много-много чаечек и паточек. Бакланов. Пару воронов пролетели. Бодро так и разговаривают. Громко. Чтоб все слышали. Вот. Ну вот, немножко
Ветерок здесь появился, можно одеться. Смотрю, булыжники сыпятся. Похоже, что без человеческих рук здесь не обошлось. Вот именно с северной стороны, именно здесь летом любят птицы гнездиться. Именно вот летом. Здесь много именно вот на крутых скалах, на этих бакланов. Чаек и паток, кайры. Ну, красота, конечно, здорово. Очень красиво здесь. Очень здорово. Фух. Вон какое-то гнездышко прям многоэтажное. Этаж один, но очень высокий. Сейчас поближе подойдем, попробуем. Ага. Там уже камень. Так, и я скользю. У меня нога ни за что не зацепляется. То есть там скользкие камни. То есть нет, не чувствую какого-то уступа, чтобы... Вот. Ну, придется, значит, довольствоваться тем, что есть. Ага. То есть я пытаюсь по скале залезть. Ой-ой-ой-ой-ой. Съехал. Ну, вот так вот.
Вот тороса, да, здоровая. Вот. Я вижу уже лед неприкрытый. Вот они, скалы. Забавные узоры. О, лед мокрый. Ага. Влажный. То есть сюда вода выступает сейчас. Пойдем дальше вдоль берега. Ага, скоро подойдем к тому месту, где мы поднимались наверх. Ну, как торосы понакидала. Опа! Ага. Фух. Опа. Ну, много я сегодня уже находил, ноги устали, заплетаются уже.
Фух. Вот так вот я забирался. Хорошая нагрузочка. Сегодня утром я весил 94 килограмма 800 грамм. Придем домой, взвесимся, посмотрим, была ли эффективна такая прогулка для сброса тех накоплений, на всякий случай, которые делает организм. Фух. Ой, глубоко проваливаюсь. Это вот где-то между торосами нога попадает. Фух. Чудесная погода для такого путешествия. Фух. Ну вот мы и побывали на Алюмке. Фух. 2 часа еще домой идти. Фух. Фух. Надо передохнуть. Такую нагрузочку дал, аж поплохело. Надо чайку с медом попить. Так, время у нас без 18:06. Ну вот надо чайку попить и идти домой. Как раз до захода солнца должны вернуться, чтобы по темноте не идти. Вот уже рыбачить уже не получится. Некогда. Так. Ну что, чаечки меня провожают. Собираемся и идем потихоньку. Чайку попили. Немножко передохнули.
А мы их сейчас угостим бычком, который мы сегодня поймали, которого. И опа! Пока, Алюмка. До встречи. Пешочком я уже вряд ли, наверное, сюда пойду. Хотя все может быть. Я ж сегодня так и не попробовал рядом с тобой порыбачить. А так до лета. Летом на катере приеду погостить. Вышли мы без 5-6. Город на горизонте. Ну вот и подошли мы к месту нашего укрытия от ветра. Сейчас мы отдохнем. Чайку попьем. Минут 10-15 я порыбачу. Так, время у нас сейчас 48 минут 7, без 12:07. Это мы в пути, ну, примерно 50 минут мы шли. Потому что я останавливался отдохнуть немножко. Так, ну и расстояние примерно 2 километра 740 метров от Алюмки до этого места. Не клюет. В общем, сегодня я поймал алюмку. Пошли домой. Давай мусор захватим. Крем от загара. Все, пойдем. Двадцать 25 минут 9. Нахожусь в селе Тавайвам. Сейчас поедем домой. Фух. Ноги гудят. Не то слово. Сколько там счетчик шагов показывает. О! По лиману я сегодня находил больше 25 тысяч шагов. И это не по асфальту, это по снегу, который проваливался. Вот так вот.